Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я познакомлю вас с основными типами русских сарафанов, бытовавших на территории Мордовии. Вообще слово «сарафан» происходит от персидского языка, от слова «сирапа», переводится «почетная одежда». И действительно, первоначально сарафан был мужской, княжеской, почетной одеждой. Это было такое длинное платье с откидными длинными рукавами. Его шили из дорогих тканей, из парчи, бархата, шелка. И затем сарафан постепенно переходит к духовенству и только потом закрепляется уже в женском гардеробе. Но нужно сказать, что слово «сарафан» вообще в русских селах, в мордовских селах практически не звучало. Сарафан называли по-разному. Например, в зависимости от типа покроя сарафана. Называли его лямошник или клинник. От способа окраски ткани, например, моренник или кубовый. Или же по типу ткани, да, по названию ткани, например, китайка или атласник или кашемирник. Вот, то есть самые-самые разные названия бытовали, в том числе у нас на территории Мордовской земли. И к середине уже 19 века сложилось четко вот 4 типа сарафанов, устойчивых типа, которые бытовали и у нас на территории Мордовии, в русских селах. И сейчас я кратко про каждый из этих типов расскажу. Ну, самый вообще древний тип – это глухой косоклинный сарафан, который шился из 2 полотнищ ткани, переднего и заднего, цельных полотнищ, и между ними вставляли клинья. Такой сарафан чаще всего называли шушун или глухарь. И бытовал он до конца 19 века, его можно было встретить на территории Мордовской земли. Следующий тип сарафана уже был распространен в 20 веке. Это сарафаны с лифом. К облегающему лифу пришивались прямые полотна ткани, и вот такой вот сарафан очень часто можно было встретить также в русских селах на территории Мордовии. Но все-таки самыми распространенными сарафанами, которые бытовали у нас здесь, были косоклинные распашные сарафаны и московские прямые сарафаны. Косоклинных распашных сарафанов у нас в коллекции музея насчитывается 22. Косоклинные распашные сарафаны тоже были разные. Вообще, почему он так называется, распашной, да? Он действительно мог распахиваться, то есть он имел разрез, передняя часть состояла из 2 полотнищ ткани, и застегивался этот распах на пуговички, и при желании можно было их все расстегнуть, да, и сарафан распахнуть, поэтому он так и назывался. Распах обязательно пышно украшался. Это могла быть тесьма, как в данном случае пестрая красная тесьма с вкраплениями различных цветов. Пуговицы очень красивые. В данном случае это пуговицы, сделанные из ткани и обтянутые серебряной парчой. По низу также тесьму пускали обычно. Этот сарафан с высокой горловиной. Обратите внимание, вот. И вообще у него очень интересная история. Такие сарафаны носили в 60-х годах 19 века в Симбирской губернии, Корсунском уезде, больше Березняковской волости, в селах Петровка, Елизаветинка, Починки. И вот конкретно этот сарафан принадлежал крепостной крестьянке, Анне Иоанновне, которая шила его сама своими руками, и носила она его только по праздникам. Так что этот сарафан был именно праздничным. После праздника вечером она его снимала, убирала в сундук, и он уже там хранился до следующего праздника. Нужно сказать, что распашные сарафаны уже в 19 веке не всегда шились действительно вот с таким вот распахом, да, не всегда их можно было распахнуть. Чаще всего уже, особенно во второй половине 19 века, их делали ложно распашными, то есть 2 части сшивали между собой. И чаще всего вот этот вот распах как-то красиво декорировали. Вот в данном случае, например, лентами, да, его выделили. Тут тесьмой и вставкой из шерстяного платка. Также пуговицами часто подчеркивали эффект того, что здесь распах, да, что его можно распахнуть.
Но еще одна изюминка косоклинных сарафанов — это, собственно, сами клинья, да, почему их называют косоклинными. Клинья, которые вставлялись от спины и вот в бока. Наши прапрабабушки, наши предки с помощью таких клиньев достигали очень красивых эффектов. То есть, когда девушка шла по улице в таких сарафанах, то весь пышный расклеш у нее был на спине, и эти складки красиво волновались, да, и вот невозможно было отвести глаз от плывущей стройной красавицы. А вот стройность, кстати, подчеркивалась еще одним способом. Вот эти вот бретели сарафана чаще всего делали зауженными немножко для того, чтобы еще больше подчеркнуть А-силуэт. Такой получался легкий А-силуэт, и тоже впечатление такой плывущей стройности создавалось благодаря этому. В Тенгушевском, Краснослободских районах Мордовии очень часто носили косоклинные сарафаны из китайки. Китайка — это легкая такая ХБ-ткань, которую еще в XVIII веке в Россию поставляли из Китая, отсюда и название. Но надо сказать, что уже в начале XIX века в Российской империи столько производилось этой ткани, что не только мы перестали покупать ее из Китая, но и сама Россия экспортировала ее в большом количестве в Китай. Вы видите сарафан из Тенгушева. Тенгушевские сарафаны, они вообще украшают особенно пышно. Синий китайчатый, да, сарафан украшен тесьмой пестрой с растительным орнаментом. В центре, как мы уже с вами говорили, здесь вставка из шерстяного платка. Этой же вставкой, этой же тканью украшены и бретели. Внизу из разных тканей, в том числе и шелковой, можно увидеть вставки. И в том числе здесь есть и кружево, то есть очень-очень красиво, парадно украшен этот сарафан. Но кроме этого здесь используется один тоже интересный способ, который также использовали наши предки. Это боры, так называемые боры, украшение сарафана мелкими складочками. Сначала необходимо было низ сарафана сложить вот такими мелкими одинаковыми ровными складками, затем сверху обычно клали что-то тяжелое, еще эти складки зашивали, да, чтобы они не разошлись, или связывали лямочками. Вот. Потом в некоторых селах даже клали буханки горячего хлеба для того, чтобы как бы их отпарить. И через некоторое время доставали такой сарафан, и ткань действительно получалась, как бы мы сейчас сказали, гофрированной, вот, то есть такую мелкую сборку. И порой эта сборка была особенно подчеркивалась на хвосте, такой получался красивый хвост у сарафана гофрированный. Здесь еще один сарафан, вы видите, тоже косоклинный, но уже шелковый. Он украшен только коричневыми шелковыми лентами, но за счет своего яркого цвета смотрится очень нарядно и празднично. Ну и еще один вид, последний тип сарафанов — это прямой московский сарафан. Таких сарафанов у нас в коллекции насчитывается 29. Московские сарафаны шились в некоторой степени проще, да, чем косоклинные. То есть брались прямые полотнища ткани и на мелкую сборку вот здесь вверху собирались. Такой сарафан обычно шился из легкой ткани. Как правило, сюда тяжелую ткань не использовали. Это был или сатин, или ситец, хлопчатобумажные ткани, конопляные ткани. Вот. И здесь вы видите популярный на то время, можно так сказать, сарафан, который сшит из фабричного сатина, украшенного такой набивной мелкий рисунок растительный. Очень интересно оформлены здесь бретели, то есть если мы посмотрим сзади с вами, то увидим здесь такой способ, который называется лягушка, то есть у основания они сшивались, и это подчеркивало как бы красивую спину девушки. Украшались московские сарафаны достаточно просто. Тесьма проходила по передней части вверху и вот внизу по всей длине сарафана.
Вообще нужно сказать о том, что старались кроить все русские сарафаны так, чтобы было максимально экономично, чтобы все полотна ткани можно было использовать. И отдельно еще выделяли, есть такая классификация, да, которая делит сарафаны на будничные и праздничные. Так вот, из праздничных сарафанов еще отдельно можно выделить свадебные сарафаны, которые обычно были красного цвета. Да. Недаром в песне поется: «Не шей мне, матушка, красный сарафан», что означает: «Не торопись выдать меня замуж». Сегодня сарафаны в основном используются вот таких типов, как сценические костюмы, и также в среде старообрядцев их сегодня можно встретить. Вот на этом наше знакомство с основными типами сарафанов закончено. До новых встреч!